Прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Об этом говорится в решении Московской городской прокуратуры, которое опубликовал директор ФБК Иван Жданов. Напомним, решением Минюста фонд признан иноагентом. В документе говорится, что в результате проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура просит до судебного решения о запрете работы организации в России. Судебный процесс по иску прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, оба признаны иностранными агентами, начался в Москве в минувший понедельник. Само дело, как сообщает РБК, засекретили и слушают в закрытом режиме. Впрочем, сам факт повод задуматься, кто стоит за деятельностью фондов в нашем регионе, и в связи с этим настороженность вызывает позиционирование первого секретаря Республиканского комитета КПРФ Олега Михайлова. Еще начиная с выборов президента России 2018 года Михайлов начал взаимодействовать с координатором Сыктывкарского штаба Навального Анатолием Мишариным и активистом Григорием Каблисом. Впоследствии их сотрудничество было поставлено на поток. Сторонники Навального участвовали и выступали во многих акциях КПРФ, разбавляя алые флаги коммунистов своей символикой. Между тем, протесты в поддержку Навального в Республике Коми практически сошли на нет. Последнюю несанкционированную акцию Сыктывкар не поддержал. Мероприятие на Стефановской площади было немногочисленным. Несколько десятков активистов смешались с любопытствующими и гуляющими горожанами, среди которых был замечен и главный коммунист республики Олег Михайлов.